Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Новы антыдармаецкі дэкрэт, хоць і быў успрыняты беларусамі даволі такі негатыўна, але да вулічных акцый пратэсту, як гэта было год таму, не прывёў. Беларускае грамадства насуперак чаканням апазіцыі не палітызавалася з нагоды гэтага дэкрэту. Што можа палітызаваць беларускае грамадства, ці спраўдзяцца чаканні нават чыноўнікаў высокага ўзроўню, што, маўляў, будучая выбарчая кампанія беларускае грамадства палітызуе. Мы сёння пагаворым з сацыёлагам Аленай Артёменко. Добры дзень, спадарыня Алена. Мы вот тут такими тэрмінамі, якія, ў прынцыпе, запусціў спікер Палаты прадстаўнікоў, што, маўляў, вот палітызацыя грамадства, зараз гаворым і прыгадваем тыя ж самыя антыдармаецкія акцыі пратэсту, але ці можна казаць, што калі вот праходзілі гэтыя акцыі тады вот у 17-18 годзе, што гэта было такой вынік палітызацыі грамадства? Имеет смысл обсуждать, что значит политизация общества. Если говорить в целом про тенденции вообще в политической жизни не только нашей страны, но Европы и всего мира, то уровень политической активности снижается у людей, и в развитых демократиях это наблюдается, и у нас на постсоветском пространстве. Я бы сказала, что для нас политизация выражается в официальном дискурсе в повышении явки на выборах. Мы явно сейчас не об этом говорим, да, мы говорим про какой-то протестный потенциал. Акции протеста, это был вынік такой узросшай нейкай палітычнай актыўнасці людзей, ці гэта да палітыкі, да палітычнай нейкай вот, ну, палітызаванасці не мае ніякага дачынення, а это просто было вот, ну, так, вынік абурэння, якое выклікаў гэты дэкрэт. Я думаю, что это можно назвать все-таки признаком политизации, когда люди хотят отстаивать свои интересы, могли бы выбирать каких-то представителей, которые бы это движение повели за собой. Они настаивали на диалоге с властями, просто это одна из сфер, в которых люди действительно хотели каким-то образом высказаться. Можно говорить про то, что это политическую активность тоже повысило, да. А вынікам гэтай палітычнай актыўнасці стала тое, што людзі сапраўды сталі больш цікавіцца палітычнымі працэсамі, якія адбываюцца ў краіне. Ці гэта вот разовы такі всплёск, як кажуць? Я думаю, что это был непосредственный ответ на несправедливость, которую люди увидели в антитунеядском декрете. Был потенциал повысить интерес к политическим партиям, движениям, которые могли бы возглавить борьбу с этим декретом, но реакция властей, которая заключалась, во-первых, в жестком подавлении протестов и акции 25 марта, с одной стороны, с другой стороны, откате декрета пресекли эти возможности. То есть этой политизации она могла бы быть, но ее не произошло. Але хоць гэты дэкрэт яго і, як вы кажаце, адкацілі назад, але яго і прыкацілі, хоць і ў новым такім троху выглядзе трансфармаваным. Але ўсё адно, як дзяржава сцвярджае, дармаеды ёсць, і тыя катэгорыі грамадзян трапляюць пад это вот дармаедскі дэкрэт. Чаму не было гэтага вяртання вот, палітызаванасці? Чаму не протесты супраць яго не ўзніклі, як это было? Я думаю, что тут можно выделить две причины. Первая причина то, что, и мы говорили об этом тогда, когда начались протесты, многие политологи и социологи на это указывали, что протестная активность началась потому, что людей очень долгое время не притесняли со стороны властей, акции не разгонялись жестко. И почувствовав вот эту свободу на волне улучшения отношений с Западом, люди массово выходили на улицы. Но после разгона демонстрации 25 марта всем стало понятно, что если они перегибают палку, ответ будет жестким.
этот фактор уже при такой воспринимаемой свободы сейчас не сработает, потому что люди увидели реакцию 25 марта, с одной стороны. С другой стороны, то, как воздействует сам декрет. Если в прошлый раз люди увидели острую несправедливость, очень многим по факту пришли письма, и нужно было с этим что-то делать. Сейчас механизм декрета предполагает то, что людям нужно много шагов предпринимать для того, чтобы в соответствии с законодательством исключить себя из списка незадействованных в экономике. Людям нужно собрать бумажки, пойти в комиссию или получить доступ и проверить наличие себя в базе. То есть политическая активность, я бы сказала, находит такой клапан в виде всех этих бюрократических процедур и сдувается, потому что люди в принципе могут избавиться от последствий, но им нужно предпринять много действий, много шагов. В итоге, если у них не получается доказать, что они не тунеядцы, они могут подумать, как избежать санкций в виде того, чтобы переписать на кого-то свою квартиру или каким-то образом переоформить права собственности. То есть есть выход активности. Люди не протестом могут добиться справедливости, а просто через какие-то бюрократические процедуры, и это, как я говорю, мне кажется, похоже на клапан. Але вот сам факт того, что я зараз павінен хадзіць і даказваць, што я не дармаед, вот не можа абурыць чалавека і не аднаго да такой ступені, што яны вот нават не глеючы на такія пагрозы разгона, там нейкіх жорсткіх мер, пра якія вы кажаце, все-таки захочуць выйсці на плошчу. Ці жорсткія меры такія былі прынятыя, што нават вот эта вот крыўда ці абурэнне яны ўжо ўсё не приведут? Мне кажется, что есть вообще в белорусском обществе такое свойство приспосабливаться к существующим мерам. Не хочется вспоминать анекдоты про кнопку, на которую садится белорус, но терпеть, привыкать и действовать там по этим бюрократическим процедурам у нас есть привычка. Я думаю, что это не вызывает такого прямого протеста, потому что очень во многих сферах нам приходится следовать вот этим не вполне очевидным путям, в которые нас загоняют те или иные процедуры. Вы неяк казалі, я вот зараз не ўзгадаю ці вот нейкім інтэрв'ю асобным, ці нават у нас в эфіры, про тое, што вот мінулы дэкрэт нумар 3, ён быў дастаткова, як кажуць, сыры. А зараз вот яго так как бы больш прыгладзілі, прапяклі да нармальнага стану, і у адпаведнасці з гэтым ужо дэкрэтам дармаедаў будзе менш і сацыяльная напруга зменшыцца адпаведна. Але калі паглядзець па лічбах, то там 400 з нечым лістоў шчасця прыйшло, і зараз у базе нібыта вот кажуць, што звыш 400 тысяч чалавек. То есть база не зменшылася. Але вот атрымліваецца, база не зменшылася, а сацыяльная напруга ўсё ж таки пайшла на спад. Процедура нынешняя заключается в том, что широким жестом составляют базу из всех тех, кто потенциально может попасть в список незадействованных в экономике, но у людей есть возможность собрать бумажки и исключить себя оттуда. То есть это лонг-лист. Каждый человек, если он попадает под уязвимую группу или группу, которая имеет право на исключение из базы, может собрать доказательства и это сделать. То есть эту ответственность перевесили на людей, но их усилиями размер базы в итоге сократится. Да-да. И важно то, что в самые взрывные точки, действительно самые уязвимые группы, люди, которые потеряли работу и не смогли найти, люди, которые не успели найти работу, потому что они молодые специалисты. Вот эти люди, безработные в первую очередь, да, которые попадают под определение безработных, которые во всем мире получают государственную поддержку, а у нас как раз-таки были вынуждены каким-то образом оплачивать свою жизнь в стране, их исключили из базы. То есть они могут собрать доказательства того, что их недавно уволили или они недавно потеряли работу.
А самые уязвимые группы, допустим, женщины, которые сидят с детьми маленькими и не могут их там куда отдать в дошкольное учреждение, они могут быть исключены, поэтому основные болевые точки сняты, и поэтому, опять же, вот это напряжение социальное меньше, чем в прошлый раз. А вот той момент яшчэ, што раней дэкрэт быў прыняты, падпісаны прэзідэнтам, выконвалася. Ну, вот, все было скіравана на то, што вінаваты вот, цэнтральныя ўлады. А зараз усе рашэнні перакінулі на мясцовыя ўлады. Яно мае вот значэнне з пункту гледжання змяншэння гэтай сацыяльнай напругі. Маўляў, ну раз это мясцовыя за ўсё адказныя, то можа быць мы тут з імі дагаварымся там неяк. Я ж тут ведаю там Петра Ивановича з райвыканкама. Это вопрос, кого люди обвиняют в своих невзгодах. Мне кажется, что и в тот момент власть пыталась перенести ответственность на тех глав исполкомов, которые вынуждены были выходить к людям. Вице-премьеры проехались по регионам, поучаствовали в заседаниях комиссий тогда, которые сформировались быстренько, ad-hoc, для того, чтобы обсудить самые проблемные ситуации. Но, в общем, попытки переместить фокус вот работы с тунеядцами в регионы, они были сделаны уже тогда. Но мне кажется, люди отдают себе отчет, откуда исходит инициатива, понимают, что это продолжение того же декрета, и сделать вид, что тут этим вопросом заведуют и виноваты во всем региональные власти, вряд ли получится. Перейдем до іншага моменту. Вот наближаецца выбарчая кампанія, адразу і прэзідэнцкія, і парламенцкія выбары. І апазіцыя з аднаго боку спадзяецца, улада з іншага боку асцерагаецца таго, што самі гэтыя электаральныя кампаніі яны прывядуць да палітызацыі грамадства. Ці варта гэтага чакаць? Мне кажется, что, как я говорила в начале, самая основная форма политизации в Беларуси, в соседних странах и вообще в регионе — это повышение избирательной активности. И как раз-таки наши власти заинтересованы в том, чтобы явка на выборах была выше. То, что оппозиционные партии в настоящих условиях могут составить там заметную конкуренцию по сравнению с тем, что происходит обычно, мне кажется, никаких подтверждений этому нет. Будет ли высокая электоральная активность? Ну, это вопрос пока что предсказать сложно. Вряд ли эти декреты относительно тунеядцев заставят людей поменять свою точку зрения, участвовать или не участвовать в выборах. Мне кажется, влияние будут иметь или какие-то внешнеполитические факторы, например, отношения с Россией, как население это будет воспринимать, и экономические, самое главное, экономические факторы, уровень жизни и экономическое самоощущение. Мы перервемся на невеличкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях у студыі сацыёлаг Алена Артёменко, і мы ў наступнай частцы нашай праграмы больш падрабязна абмяркуем, ці будзе больш палітызавацца наша грамадства напярэдадні будучых выбарчых кампаній, но таксама ці палітызуе грамадства пытанне ўзаемаадносінаў з Расіяй. Слухайце Еўрарадыё, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Какая прекрасная встреча! Я благодарен судьбе, что наперекор всем законам мы встретимся в этой толпе. Я буду здесь очень недолго, мой уход не заметит никто. Дальнейшие тайные знаки вы найдете в кармане пальто. Я могу видеть сквозь стены и знать, что у вас на уме.
Меня не волнуют измены. Я был слишком близок. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Сёння Лукашенко сустрэўся са старшынём праўлення Нацбанка Паўлам Калаўрам. Лукашенко адзначыў заслугу Нацбанка і Паўла Калаўра ў тым, што на фінансавым рынку краіны спакойна, а грошы любяць спакой і цішыню. Таксама абмяркоўваліся мерапрыемствы да 25годдзя ўвядзення беларускай валюты. Уласны разліковы білет Нацбанк, праўда, увёў яшчэ ў 1992, а не ў 94 годзе. Яны хадзілі паралельна са старымі савецкімі рублямі, і да 94 года кошты вылічваліся паралельна ў зайчыках і ўмоўных савецкіх рублях. У цягніку Адэса-Мінск супрацоўнікі гомельскай мытні знайшлі небяспечны псіхатроп амфетамін, празрысты пакет з рэчывам цёмна-карычневага колеру, 35 грамаў, а гаспадара не знайшлі. Нагадаю, што летась гомельскія мытнікі выявілі 96 фактаў правозу праз мяжу наркотыкаў і лекавых прэпаратаў. Гомельскі абласны суд адмяніў высылку з Беларусі украінца Сергея Працэнкі. Пра гэта ў сацсетках паведамляў ягоны прадстаўнік, юрыст прафсаюза рэп Андрэй Стрыжак. Мнагадзетнага бацьку вырашылі выслаць на 3 гады з краіны з-за з'яўлення на вуліцы ў нецвярозым выглядзе. Між тым, у спадара Працэнкі на ўтрыманні 3 малых дзяцей і жонка-дэкрэтніца. За апошнія 2 месяцы 3 рашэнні пра высылку мужчыны за межах Беларусі скончыліся іхнымі самагубствамі. Іх хацелі выслаць у Расію, дзе ў іх не было нічога. Дарэчы, гэтыя факты мы абмяркуем сёння з праваабаронцамі Настай Лойкай і Аленай Чаховіч у 14:05 адразу пасля выпуску навінаў. I know you're clinging to the light of day, to tell you everything's a-okay. Вітаю яшчэ раз усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы працягваем размову з сацыёлагам Аленай Артёменка. Спадарня Алена, вяртаемся да палітызацыі грамадства, якой, в прынцыпе, не даводзіцца асабліва чакаць, нягледзячы на тое, што зараз набліжаюцца адразу і прэзідэнцкія, і парламенцкія выбары. То есть атрымліваецца вот так вот, спадзявацца ні ўладзе, ні апозіцыі, якая будзе удзельнічаць у выборах, не доводится. У нас, конечно же, всегда явка на выборах превышает долю тех, кто планировал пойти на выборы по результатам исследования. Можно там спекулировать по поводу этих цифр, но руководство страны заинтересовано, чтобы люди охотнее участвовали в выборах. Всегда это, в общем-то, происходит. Тема актуальна, кто-то солидаризуется с властями и идет на выборы, кто-то не думает об этом, начинает думать, когда информация мелькает и это становится на повестке дня. Но ожидать, что люди больше, чем обычно в периоды парламентских, президентских кампаний будут стремиться участвовать в выборах, вряд ли приходится. А з чым это звязана? Людзі ўжо разуверыліся ў выбарах, ці ім ввогуле выбарчы працэс не цікавы, ці вот як апозіцыя там спадзяецца доўгі час, што людзі нарэшце там зразумеюць, што выбараў у нас няма, што фальсіфікацыі адбываюцца і так далей. Зразумелі ці што? Вот з чым звязана гэта? Это общемировая тенденция, что касается развитых стран и демократических стран. То, что интерес к выборам и к политике у людей падает. Он переключается на досуг, друзей, работу. Гражданское общество не в таком политическом виде, как это у нас происходит, а просто какие-то собственные инициативы, проекты. Роль меньшую играют политические движения, лидеры, больше играют корпорации транснациональные. То есть это общемировой тренд. У нас он проявляется по-другому, потому что ситуация политическая очень стабильна. Люди понимают, что их выбор в принципе не влияет на то, что будет происходить. Я думаю, что не будет острого интереса к выборам, пока они не увидят, что их голос, их выбор может на что-то повлиять.
коль не з'явіцца нейкая нечаканка такая падчас выбараў, там, што зараз прэзідэнцкія выбары, ўсе думаюць, а ўсё адно будзе Лукашенко, там парламенцкія выборы, а ўсё адно выберуць каго захочуць, там, і вот так вот. То есть пакуль нешта вот нечаканае не пачне з'яўляцца, до таго часу і не будзе ніякай цікавасці. Я думаю, что именно так. Человек, фигура, политическая сила, которая заставила бы белорусов поверить, что это реальная альтернатива, но пока на горизонте такого не предвидится. Вот атрымліваецца, что два таких значных момента мы з вами абмеркавалі. Гэта вот дармаецкі там ці антыдармаецкі дэкрэт нумар 3 і выбарчыя кампаніі, і ні адно, ні другое не здольнае падняць градус палітызаванасці ў беларускім грамадстве. А вот такія, можа быць, лакальныя тэмы, ну, хаця выбары таксама можна лічыць лакальнымі, але вот недавно, по крайней мере, там у незалежных СМИ вельмі актыўна абмяркоўвалася гэтая канфліктная досыць сітуацыя паміж Беларусью и Москвой, связанная там с этими податковым маневром, потом с заявами про поглыбление интеграции, пачаліся разваги про стратим незалежность, не стратим. Але на шырокае кола беларускага грамадства гэта неяк распаўсюдзілася, вот гэта падняла цікавасць людзей там до того, что отбывается. К сожалению, сейчас у нас не собираются данные на регулярной основе насчет общественного мнения, как это было у нас до 2016 года благодаря НИСЭПи, Независимому институту социально-экономических и политических исследований. Но тогда у нас была возможность зафиксировать такую тенденцию. Когда начинались терки с Россией, какие-то вопросы, конфликтные моменты, будь то газ, будь то молочные войны, будь то негативное представление Александра Григорьевича Лукашенко в российских СМИ, фильмы на НТВ и тому подобное, сразу же белорусы реагировали снижением поддержки российского вектора в своих геополитических ориентациях. То есть эти разговоры, которые в основном ведутся в независимых СМИ относительно углубления интеграции и там, угрозы белорусской независимости, они найдут отражение и среди широких масс. И я думаю, что сейчас лояльность к России у белорусов снизится, если посмотреть на предыдущие данные, предыдущие исследования. Можно уверенно говорить про то, что для белорусов независимость — это важная вещь. И когда на нее покушаются, они это услышат, прочитают, видят и соответственным образом прореагируют. Я думаю, что как раз-таки эта ситуация, она может заставить людей солидаризироваться вокруг власти не сильно, но относительно обычного у нас затишья. И я думаю, что это даже может сказаться на оппозиционных политических силах. Они будут понимать, что расшатывание ситуации не на руку белорусской независимости, и будут, я думаю, что самоцензурироваться в этом отношении тоже. То есть для белорусов вот этот конфликт с Россией может быть причиной объединения, солидаризации. И, возможно, они для того, чтобы помочь властям, продемонстрировать свою лояльность, там, сохранить независимость, возможно, они более активно будут участвовать в выборах. Ну вот цікавы момент, да. Я так думал, что может быть з улікам того, что вот вы сказали про слабую палітычную актыўнасць беларусаў, что нават гэтая ситуация, яна как бы зацікавіць грамадзян Беларусі, але на такім узроўні. Дай-ка я сяду на канапу з папкорном і пагляжу, як это там развіваецца, там новы там хроснага бацьку пагляжу, там, ці там пачытаю, як там яны пікіруюцца, як там гэтак далей, але аказваецца, што это папкорном не абмяжоўваецца, што сапраўды это адбіваецца потым на нейкія палітычныя погляды, там стаўленне да той же самай Расіі, там стаўленне да суверэнітэту, пра якім уже раней і не думаў, а тут уже і пачаў задумывацца там паміж першым і другім папкорном. Да, в каком-то смысле вот именно на геополитические ориентации, на отношения к соседям это влияет. И еще нужно сказать, что у нас по данным многих волн исследований, которые делали и НИСЭПи, и делали мы в рамках проекта «Реформ», тоже мы задавали вопрос о том, что какой вектор внешнеполитический белорусы выбирают. Сейчас я знаю, что в марте было проведено исследование, в котором тоже общественного мнения, в котором тоже фигурировал этот вопрос. Начиная с
с 90-х годов увеличивается доля людей, которые выбирают независимость среди всех возможных альтернатив. И сейчас доля людей там, за последние 4 года увеличилась, там, грубо говоря, с 35% до 40%, тех, которые предпочитают жить в независимой Беларуси, не объединяться с Россией, не вступать в ЕС. И этот тренд, он будет укрепляться даже укрепляться какими-то такими конфликтными ситуациями с соседями. Другі цікавы момант, вот я звярнуў увагу, вот вы сказали, что пагроза незалежнасці нашай краіне прымусіць людзей салідарызавацца вакол улады, якую яны ўспрымаюць як гаранта незалежнасці, і нават палітычныя структуры. Вот нават апазіцыя, пра што вот многія казалі з такой пэўнай такой здзекам, што, маўляў, вот і вы зараз ужо тут пра Лукашэнку пачынаеце казаць як пра гаранта незалежнасці, але вот сапраўды это вельмі такі важны момант, што нават апазіцыя гатова паступіцца сваёй нелюбоўю да гаранта, але вот захаваць суверэнітэт. Я думаю, что даже если это не будет влиять на действия и решения оппозиции, хотя сложно представить, что они не берут эту возможность, да, в расчет, то, как будут развиваться события, то власть может очень хорошо использовать это для собственного продвижения, позиционирования и трактовки. Смотрите, этим людям все равно, они готовы расчитать ситуацию, как в Украине, и получить такие же последствия. Это очень удобно, на этом можно играть. Ну так, сапраўды, тут атрымліваецца, што і тады у прэзідэнцкіх выбарах, па крайней меры, удзельнічаць не трэба, таму што гэта ж пагроза смены ўлады, а смена ўлады, змена Лукашэнкі, гэта пагроза незалежнасці Беларусі, бо ён же ж гарант, так можно падаваць это ўсё? Нет, но выборы у нас должны состояться. Я думаю, что в определенный момент наш Центр избирком будет блюсти, чтобы какая-то альтернатива для президента была представлена на выборах, для того, чтобы все было по нотам, для того, чтобы ни у кого не было оснований придраться к тому, что у нас выборы проходят демократическим образом и в соответствии со всеми требованиями. Яшчэ такі цікавы і нечаканы, можа быць, момант. Мы з вами зараз да пачатку нашага эфіру гаварылі. Вы прыйшлі да нас у эфір адразу з канферэнцыі, якая прысвечана была пытанням дыскрымінацыі на працоўным месцы, як яна правільна там называлася. Дыскрымінацыя на рынке труда. Вот тыя людзі, якіх дыскрымінуюць вот дзесьці на працы, калі мяне дыскрымінавалі там на працы з нейкага там пункту гледжання, вот такі факт, ён можа неяк так мяне палітызаваць, як мы уже тут пачалі гаварыць у нашай размове? Мы с гендерными перспективами провели исследование, в первую очередь гендерное, но получилось, что широкого спектра причин дискриминации на рынке труда. И получилось, что в Беларуси 85% людей, и мужчин, и женщин разных возрастов сталкивались когда-либо с дискриминацией. Поэтому сказать, что это риск с ней столкнуться, он особенно актуален для какой-то группы, которая выступит и будет с ней бороться, нет. Второй момент, то, что белорусы не склонны вообще каким-то образом выступать против нарушения прав на рабочем месте, готовы что-то предпринять, но 20-30%, все остальные 70-80% ничего не предпринимают. То есть готовность защищать свои права, как и в других сферах, у нас тут очень низкая. Дискриминируют чаще женщин с детьми, незамужних молодых, замужних молодых, и мужчин по признаку возраста, в первую очередь молодых мужчин. Я думаю, что группы людей, которые подвергаются дискриминации, особенно если это молодые мужчины, они имеют возможность поехать работать, например, в Россию. Они более мобильны, могут сменить там место работы, поехать работать куда-то в другое место, в другой город. И вот если использовать эту триаду Хиршмана «голос, выход, лояльность», про которую мы много говорим в отношениях белорусов и власти, то белорусы умеют и практикуют использование выхода, и в этой ситуации они тоже будут использовать выход, то есть поиск каких-то альтернативных возможностей. Вот цікавы атрымліваецца беларусы народ. Калі вот казаць пра гэты дэкрэт нумар 3, які зараз вот дзейнічае,
то замест таго, каб зараз з ім змагацца, яны пойдуць збіраць даведкі, каб даказаць, што яны не дармаеды. Калі іх дыскрымінуюць па працоўных нейкіх там пытаннях, то замест таго, каб змагацца, яны паедуць там некуды ў Расію ці ў Польшу працаваць. То есть змаганне не ў беларускай натуры. Я даже больше скажу. По данным вот этого проведенного исследования, 30% людей предпринимают какие-то шаги для того, чтобы защитить свои права, и большинство из них в ответ на дискриминацию на рабочем месте увольняется. То есть те 30% это в основном люди, которые в ответ на ущемление прав решили уволиться. В первую очередь женщины. То есть, да, это демонстрация того, что для белорусов стратегия выхода это самое привычное, самое оптимальное. Они ищут возможности по-другому устроить свою жизнь, не высказывая открыто свое недовольство. Зараз я, может быть, попрошу так вот у нязвыклай іпастасі вас пабываць троху. А прогноз, вот можна ўсё ж таки, ці прадказанне такое зрабіць, што ж усё ж такі можа беларусаў зрушыць з месца, прымусіць іх больш цікавіцца палітыкай, палітызавацца і пайсці адстойваць свае права. Калі мы бачым, што і той же самы там дэкрэт нумар 3, іх адзін раз палітызаваў, болей ужо не. Хоть и доводится там нечто, кому платить, кому доказывать, что он не дармоед. И ситуация с Россией там не выкликала там массовых акций таких каких-нибудь, как люди вышли и сказали, там, мы за суверенитет, незалежность обороним, там, как мы это бачили там у іншых краинах, да, прикладу, когда были погрозы незалежности. Вот что может? И выборы нават, и то, они как бы наоборот уже мало цікавіць белорусов. Мне кажется, мы видим примеры того, как люди организуются и высказывают свое недовольство в тех ситуациях, когда у них, во-первых, нет выбора. Это можно вспомнить предпринимателей и требования по сертификации товаров в таможенном союзе, когда они понимают, что они теряют работу, теряют основной источник дохода, им нужно кормить семьи, и больше у них нет возможности каким-то образом решить эту проблему. Тогда они протестуют, и тогда они находят лидеров, которые могут их интересы представить. То же самое острое ощущение несправедливости после выхода декрета о тунеядцах. Острое ощущение несправедливости может белорусов побудить решать вопрос. Я бы сказала так. Это может быть какая-то узкая группа, это может быть более широкая группа, но если это какая-то реальная проблема, то они будут выступать и высказываться. Но ситуация действительно должна быть безвыходной. С одного боку будем спадзявацца, что до такой ситуации не дойдзе, с другого боку хочется спадзявацца, что ўсё ж таки неяк больш актыўныя люди пачнуць цікавіцца тым, что адбываецца і ў сваёй краіне, і за межамі сваёй краіны, и выказываться с этой нагоды. И это, с одной стороны, вам интересно, чтобы было какое-то движение, а с другой стороны, если у людей ухудшается экономическое положение, они будут активнее высказываться. И протесты тунеядцев были в тот момент, когда у нас был экономический спад, и у людей забирали, грубо говоря, последнее. Если экономическая ситуация будет улучшаться, будет поддерживаться экономический рост, то активность протестная будет, естественно, ниже, и политизация будет ниже. Если говорить о благосостоянии, заботиться о том, чтобы уровень жизни был достойным, чтобы меньше было уязвимых групп, чтобы уровень бедности был меньше, то тогда результатом будет и снижение политической активности. Тут уже кому что больше интересно. Зразумела. Адначасова і добры ўзровень жыцця і высокая палітычная актыўнасць, неяк так вот не выпадае. Пока что в Беларуси вряд ли. Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях была сацыёлаг Алена Артёменко. Мы абмяркоўвалі пытанне, што можа падняць градус палітычнай актыўнасці ў беларусаў. Пакуль вынікае, што нічога ў бліжэйшы час. Дякую вялікі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Праз 15 хвілінаў 20 у нас чарговы эфір, і у нас будзем абмяркоўваць сітуацыю з суіцыдамі сярод тых замежных грамадзян, якіх вырашылі дэпартаваць з Беларусі. Слухайце, не адыходзьце далёка.